Андрей Николаевич, люди выходят, бандеровцы бегают. Да, бандеровцы убегают. Мы с вами проверяем наши позиции. Как вчера Рамзан Ахматович нам говорил, будем по плану, по задачам работать дальше. Давайте сейчас я предлагаю с левого фланга заедем, посмотрим, как идет бой вот за эту гору. Ага. Судим там вопросы, будет хорошо видно. Да, будем проверять. Да, высота стратегическое значение имеет, она самая высокая. Ахмат, сила, Аллаху Акбар. Везде ребята на своих позициях. Вот она, эта высота. Вот он завод уже. Да, завод Вот это вот сюда край да. завода, все практически вот наше. Вот сейчас идут бои, вон там на подступах к высотке, заходим на эту высоту. Папа, здесь? Я знаю. Вторые сутки до блока знается, сегодня уже отработали. Без вас просто так что долбите их еще, долбите их. Уже город 90-95% наш. Поэтому осталось чуть-чуть в этом заводе их добивать, и все закончится. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! De rezel hem de Ahmet Çin, de rezel ve minister, ve lürş, bir de vakt, ahyok, dina busu, şekilde dol diye kapoçne, что босу да azok да дольше, вас она de rezel. Азовцы, бандеровцы, кто меня слышит? Это обращение не к командирам, которых мы и так будем уничтожать, которые уничтожали свой же народ и народ ДНР и ЛНР. Вас это не касается. Наш руководитель Рамзан Ахматович поручил мне связаться с вами по этому рации и сказать вам, у вас нет ни одного шанса выйти из этого города, тем более с Азовстана и завода Ильича. Всех командиров, всех старших командиров Азова, бандеровцев мы будем уничтожать. Однозначно. Никакие переговоры, никакие разговоры с ними мы не будем вести, чтобы вы знали. А те, кто еще остался живой и обманным путем были вовлечены эти организации, в кавычках, им мы сохраним жизнь, мы гарантируем этим ребятам, что с вами никто ничего делать не будет. Вас обманули, как когда-то обманывали у нас в Чеченской Республике эти ваххабиты, шайтаны. Поэтому мы вам предлагаем, чтобы вы сложили оружие, вышли или сами забрали этих своих, в кавычках, командиров, которые уничтожали украинский народ. И уничтожили этот Мариуполь, и уничтожают в других городах. Всем ВСУшникам, вооруженным силам, которые принимают участие. Многие из вас в Украине есть достойные мужчины, достойные люди, которые не хотят нацизма, фашизма и этой бандеровщины. Мы вам предлагаем самим решить вопрос, судьбу боев, которые сегодня происходят в Мариуполе, со своими, в кавычках, этими шайтанами. Я, Адам Султанович Делимханов, предлагаю вам, чтобы вы вышли и сложили оружие. Иначе вы будете уничтожены, как и те, кто сопротивлялся. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. Проводится работа, зачистка в городе Мариуполе, на той части, в которой мы находимся, и на позициях практически на передовой Азовсталь. Вот наш командир Тимур и командующий, мы на месте определяем, какие корректировки, какие задачи нужно сделать для того, чтобы решить и зайти и перейти этот Азовсталь. Уже у нас там разведка зашла. Люди, которые подготовлены для этой работы, они готовы. Поэтому в городе везде 90-95% уже практически везде наши люди, группировкой Андрея Николаевича и наш спецназ кадыровский, наши подразделения работают и выявляют их огневые точки, их уничтожают. Помогают мирным людям,
выводят их с подвалов, и они уже в городе потихоньку уже на машинах, которые даже выдвигали в сторону Ростовской области, Нового Азова, которые выстраивались, разворачиваются.